Мухиддин Кабири считает, что Россия совершает ошибку, признав ПИФТ террористической организацией. За 6 месяцев Таджикистан покинуло более 2000 медработников. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Таджикистан. Минздрав рапортует о готовности к проникновению в страну вируса оспы обезьян. Мухиддин Кабири, лидер Национального альянса Таджикистана и председатель партии Исламского возрождения Таджикистана, заявил, что Россия, признав ПИФ террористическим, совершает ошибку, которая приведет в том числе к росту антироссийского настроения. Россия, как гарант мирного процесса, совершает ошибку, признав ПИФ одной из сторон мирного соглашения террористическим. Это приведет к радикализации умеренных сил, росту антироссийского настроения и подрыву доверия к диалогу и мирным механизмам решения проблем в Таджикистане, написал лидер таджикской оппозиции в Твиттере. Накануне на встрече с президентом Рахмоном в Душанбе генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Верховный суд России с просьбой признать партию Исламского возрождения Таджикистана террористической. В ПИФ на заявление генпрокурора России отреагировали спокойно. Лидер партии сказал, какой-либо дополнительной опасности для них не будет. Потому что мы не присутствуем на территории бывшего Советского Союза. В прошлом Россия и без признания нашей партии террористической выдала несколько активных членов нашей партии, которые сейчас сидят в тюрьме. Оставшиеся на территории России уже не активные. Но правительство Таджикистана может использовать это в какой-то мере в плане пропаганды и посчитать это большим достижением в регионе, отметил Кабири. За последние 6 месяцев сферу здравоохранения Таджикистана покинули и отправили в трудовую миграцию 674 врача и 1350 медсестер. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал министр здравоохранения республики Джамаледдин Абдуллозода. По его словам, причина их отъезда – это льготные программы для медицинских работников, которые предлагают принимающие страны. Врачей везде не хватает, поэтому государство разрабатывает специальную программу, создает льготы для привлечения специалистов из других стран, сказал Абдуллозода. Он также сообщил, что в целом на данный момент в Таджикистане не хватает 2960 врачей и 1340 медсестер. Эту проблему, по словам главы Минздрава, можно решить за счет новых кадров. В текущем году к работе должны приступить более 2000 выпускников медицинского университета. Мы можем решить проблему за счет этих кадров. Что касается дефицита медсестер, то дипломы медсестер в этом году получат почти 3500 выпускников, отметил министр. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Таджикистан. Визит состоится по приглашению главы МИД Таджикистана Сираджиддина Мухиддина, сообщает Синьхуа. Сообщается, что визиты у Ван И запланированы и в Узбекистан, и Кыргызстан. В Узбекистане он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств, членов Шанхайской организации сотрудничества 28-29 июля. Визиты в эти страны также состоятся по приглашению глав МИД исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова и министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева. Детали турне китайского дипломата не сообщаются. Минздрав Таджикистана сообщает, что случаев оспы обезьян в стране пока не зарегистрировано. Глава Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Джамаледдин Абдуллозода сообщил сегодня на пресс-конференции, что в целях предотвращения проникновения этого инфекционного заболевания в страну усилен контроль на погранпунктах. В частности, по словам министра, у людей, прибывающих в Таджикистан из стран, где выявлены случаи оспы обезьян, измеряется температура тела. Также, по словам Абдуллозода, Минздрав располагает тестами на выявление этого заболевания. Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от нее не существует. Проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2-4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.